Привет, город Якутск, ой, Республика Саха и все. Говори только громче. Бурятия, привет. О, давай поближе сюда, чтобы там еще слышали. Да. Тут многие меня знают, но тем не менее напомню. Меня зовут Максим Архипов, мне 44 года, будет скоро 45, и оказывается в этом году уже скоро будет 20 лет, как я тружусь врачом, практикующим. Проработал во многих областях, включая, в основном в экстренной медицине, спасая жизни больных. Работал в спортивной медицине, в ЛФК, был заведующим клиникой биохимической лаборатории. Это к чему говорю? Не от того, что хочу похвастаться. И немножко похвастаться, конечно. Из-за того, что я хочу вам просто рассказать, что в принципе я достаточно ориентирован в официальной медицине и как это все происходит. Знаю эту кухню изнутри. И что бы хотелось сказать, вот Андрей Анатольевич сказал по поводу мышления, и что основная масса людей идет через боль. Но, к сожалению, просто в последнее время, сейчас моя жизнь очень сильно, конечно, изменилась, благодаря Академии «Успех вместе» и компании B-Epic. В принципе, с 2006 года я сталкивался со многими компаниями, и я одно время был, конечно, ярым, это по молодости было, поклонником фармакологии, что без лекарств химических людей, без химических лекарств фармакологических человек не выживет, потому что нас так учат в мединституте, потом врачи бесконечно учатся, и кажется, что кроме таблеток, химических препаратов, ничего нет, ничего человека спасти не может. Но, соответственно, мне очень было сложно общаться, до сих пор очень сложно общаться с моими коллегами. И чем опытнее доктор, тем у него мышление, у него опыт, у него знания, естественно, кроме официальной медицины, официальных методов, таблеток, фармакологии, человеку помочь невозможно. Я ответственно заявляю, с некоторых пор я уже выхожу из тени официальной медицины, я вам всем заявляю официально и ответственно заявляю, что официальная медицина ничем вам не может помочь, ни одному человеку, к сожалению. Может помочь только в одном случае, когда есть угроза жизни. Все. Больше, почему мы просыпаемся только тогда, когда уже все закончилось. Просто у меня своя боль, опять же, была. У меня мама умерла от рака печени. И это обнаружилось на последней стадии. Конечно, это боль, это непонятность абсолютная, почему это я, и такой умный врач, и так прохлопал. Было очень больно, действительно. Ничего невозможно было сделать. Но если бы она была бы жива до сегодняшнего дня, конечно, видимо, так должно было быть. И поэтому я очень рад, что появился, во-первых, Академия «Успех вместе», потому что это мышление, действительно, чтобы продлить свою жизнь, грамотно продлить. Понять, что это надо делать сейчас, надо жить сейчас, жить при жизни, делать шаг вперед к компании B-Epic. Я убедился на клинических, биохимических анализах, у людей живые истории каждый день, потому что до этого я жил только, у меня была одна половина от официальной медицины, сейчас я живу на две ветви. У меня как бы двойная жизнь получается. До обеда днем я назначаю эти таблетки, потому что меня выгонят с работы, а пока мне нельзя выгоняться с работы. А после обеда я иду в офис, кстати, мы открыли офис в Якутске, и говорю людям, которым уже назначили, что это нельзя. Они говорят: вы же, доктор, у вас что, расщепление личности? Что не очень в порядке. Я говорю: нет, я же там официальный. А сейчас я немножко не доктор, может быть. Поэтому я вам назначаю клеточное питание. А они говорят: а как, лекарства все бросать, что ли? Я говорю: нет, давайте помаленьку будем уменьшать дозы. И есть даже случаи, и их все больше, когда люди полностью отказываются от препаратов. Тот же мой отец, например. Я громко не хочу говорить, но тем не менее ему будет 80 лет в этом году, в следующем году, то есть. И он астматик с 45-летним стажем, он за 1 месяц потребления продукта, естественно, полностью и утренние капсулы, и вечерние, он отказался от всех ингаляторов. А это 3 вида ингаляторов, 3 группы препаратов, гормоны, антигистаминный и бронхорасширяющий. Он этих препаратов был 40 лет. Естественно, он этого не понял сначала. Он сказал, что, оказывается, я мог без ингаляторов жить. Вообще твоя медицина вся трухлявая, не можете старику нормальные рекомендации дать. И, сейчас он
помаленьку. Но его опять же напугал эффект, что ему сразу помогло. И оказывается, людей это тоже пугает, когда им сразу начинает помогать. Они перестают пить из-за того, что слишком быстро начинает помогать. Поэтому я вот в этом убедился. И во второй переезд по данному случаю, вот когда... Почему сегодня тема встала, он никому не нравится, в отличие от меня. Я, кстати говоря, выходя из тени, начал проводить вебинары благодаря Жагалмеру Аюшине. Меняется мышление реально. Я уже не боюсь, в принципе. Любой мой коллега, конечно, такие крамольные вещи не стал бы говорить, учитывая, что он работает на эту официальную медицину. Эта официальная медицина его кормит. И он же не будет такие вещи говорить. А я сейчас понимаю, когда во второй приезд, настолько была уверенность в компании, что час проходит, два, а я Жагалме говорю, слушай, а когда это, где вот ты переходить будешь? Люди же уже рассасываются же. Может быть, это что-нибудь поинтереснее, какую-нибудь тему понять. А Жагалме Аюшина говорит, они беспокоятся, кому надо, тот останется. И вот те оставшиеся люди, они как раз, у них уже мышление начнет меняться, и они вначале помогут себе, а потом начнут помогать другим. Вот такая уверенность уже показала жизнь. Поэтому ждать не надо.